Мусор при помощи альпинистов убирают на пике Ленина. Экологическая ситуация там сегодня катастрофическая. Такую оценку еще год назад дал Кыргызский республиканский альпинистический клуб совместно с Эдинбургским университетом Нейпера. На пике Ленина скопились горы мусора еще с советских времен. Отходы находятся в альплагерях, до ближайшего из которых надо подниматься на 3600 метров. Гульджан Урмат-Кызы побывала на месте. Еще пара узлов на ботинках и последняя проверка снаряжения. И Ибрагим будет полностью готов. Он идет собирать мусор. Конечная точка его маршрута – 6300 метров над уровнем моря. Чистая природа нам всем нужна. Мне еще и самому интересно, смогу я или не смогу. Ибрагим Абдулазиз Уйлу будет собирать мусор на пике Ленина. Идти туда неподготовленным можно только в сопровождении альпиниста. Мы будем как раз организовывать безопасность сборщиков мусора при передвижении на ледниках и так далее. Потому что, да, естественно, безопасность нужно соблюдать, и мы как раз профессионалы, мы этим как раз и будем заниматься. Это как раз наша работа. Сегодня впервые за последние 5 лет здесь проводятся очистные работы. Последний раз здесь мусор собирали в 2015 году. Тогда альпинисты собрали около 7 тонн мусора. Сегодня альпинисты вместе с местными жителями планируют собрать здесь до 10 тонн мусора. Группа, которая сегодня стартует в гору, будет работать 2 недели подряд. В ее составе те, кто живет поблизости, и профессиональные альпинисты, которые провели новичкам суровый инструктаж. Мусор лежит на высоте в несколько тысяч метров. Мало его собрать, надо остаться в живых. При этом экологическую ситуацию на леднике ученые называют катастрофической. Всем известно, что у нас существует экологическая проблема в Кыргызстане. И эта проблема не минула пик Ленина. Накопилось прямо горы мусора. Это прям нас привело это в ужасное состояние. Кроме этого, мы по Кыргызстану уже много ездим и видим, что часто посещаемые, популярные, красивые, доступные ущелья у нас превращаются тоже в скопище мусора. Эта тема поднялась у нас, и последние несколько лет она активно обсуждается. И сегодня мы уже пришли к какому-то такому соглашению, как ее можно решить. Мусор с ледника отправят на полигон в село Дарот-Кургон, которое расположено в 2 часах пути километрах отсюда. На транспортировку, а также снаряжение для уборщиков, мешки, перчатки и прочее, включая услуги профессиональных альпинистов, их питание и проживание ушло $17 тысяч США. Деньги выделили международные организации. Если данная акция даст положительный результат, то такую уборку мы будем проводить каждый год. Сотни туристов, в основном альпинистов, стекаются на пик Ленина ежегодно. В Кыргызстане, кстати, он был переименован, ему дали имя Манаса. Это один из самых привлекательных семитысячников не только в Центральной Азии, но и в мире. Но это сыграло и злую шутку. Мусор оставляют те, кто пытается покорить вершину. Причем часто непреднамеренно. Ветром и вьюгой на высоте сносит палатки, другие предметы быта. Мы находимся на центральной морене ледника Ленина. И именно на этой морене сконцентрированы основные мусорные кучи. Сегодня у нас такой рекогносцировочный выход, чтобы определить основные площади, определить объемы, наметить участки для сбора. В этом году отходов поменьше. Из-за пандемии туристов на пике Ленина нет, но без них нет и доходов. Раньше сюда приходили тысячи туристов. Мы им продавали кумыс, национальные блюда и напитки. И на этом хорошо зарабатывали. В этом году пандемия сильно повлияла на поток туристов. За этот год еще ни один турист не посещал пик Ленина. Сегодня вместе с альпинистами на уборку вышли и местные жители, надеясь, что все будет экологически чисто. И дай бог, в следующем году туристов будет в разы больше. Гульджан Урмат-Кызы, Нурлан Абдрахманов, Улар Хайназаров, ЛТР, Ошская область.